Со второй половины XIX века в законе о купечестве Российской империи происходят определенные изменения, результатом которого покупка свидетельства купца становится срочным. Если раньше запись в купцы первой и второй гильдии были бессрочными, то со второй половины XIX века эта система становится явочным. То есть, если человек хотел оставаться в гильдии, он должен был заново сформировать заявку на купечество. И таким образом, по словам исследователей, появляется совершенно новая система в законодательстве, как явочная система. Купец первой гильдии должен был платить 500 с лишним рублей для того, чтобы записаться в гильдии. Для этого запись всего его семейства в заявке не была необходимым, а для купца второй гильдии, для того, чтобы выкупить свидетельство, нужна была, то есть требовалась запись количества всех его членов семьи. Исходя из этого можно сделать вывод, какого возраста, какой состав купечества Якутии. Купцами Якутии второй половины XIX и начала XX века это были люди в основном зрелые, в возрасте от 30 до 60 лет, в основном это мужчины. Но вместе с тем есть интересный факт, когда многие купцы, мужчины, в свое гильдейское свидетельство записывали своих жен, своих дочерей. В связи с этим в количественном плане купечество Якутии также было и представлено женщинами. Но, естественно, в наших условиях, в якутских условиях, женщины они физическую работу не выполняли, они сидели в основном в качестве сидельцев в торговых лавках. Работа купца Якутии – это очень сложная работа, потому что постоянно надо было снабжать необходимыми товарами. Товары поступали из города Иркутска по Транссибирской железной дороге. Допустим, есть такие данные из источника, что в городе Иркутск из прибывавших товаров доля Якутской области и Забайкалья в сумме составляли около 11,5 миллионов рублей. Из них доля Якутии составляла около 4 миллионов рублей. С города Иркутска товары доставляли в летний период пароходами, до пароходного движения деревянными судами. Оттуда доставляли уже вьючным транспортом, то есть на лошадях, до города Якутска. Расстояние от Иркутска до Якутска составляло около 3000 километров. И вот в тех условиях практически пешком на лошадях вывозили товары в Якутию. Всего трактов, через которые обеспечивали почтовую и торговую связь, это 2 тракта Якутии, Якутск-Иркутск, и Якутск-Охотск с выходом на Охотское море. Примечательно, что в конце XIX века в Якутии поступали товары и из-за рубежа. В частности, это с образованием на территории Якутии филиалов крупных сибирских и забайкальских торговых домов. Одним из крупных торговых домов Якутии того периода является торговый дом Кокувин и Басов. Это знаменитые забайкальские купцы, которые одними из первых открыли свои филиалы в отдаленных территориях Российской империи. Кроме них можно назвать, конечно же, знаменитая династия купеческая, это династия Громовых. В частности, после смерти мужа Анна Громова продолжила торговую предпринимательскую деятельность не только в Сибири, но и в Якутии, которая активно принимала участие в снабжении всех округов Якутии продовольственными и промышленными товарами. С Охотска и из Гижиги поступала пушнина, которая сразу шла в якутскую ярмарку. В якутской ярмарке пушнину в основном скупали приезжие купцы, которые впоследствии отправляли то же самое вьючным транспортом до города Иркутска. В городе Иркутске мех сортировали, и оттуда уже отправляли в Москву. Таким образом, якутская пушнина во второй половине XIX века в большом количестве стала продаваться за пределы Якутии, и в том числе и за пределы империи. Особо ценился мех соболя,
Так, но в связи с тем, что началась массовая повальная охота на этого вида зверька, популяция их резко сократилась в конце XIX века. Так, поэтому следующими статьями, которые имели интерес в меховых ярмарках Европы, так, это песец, куница, мех рыси, волка, медведя. Даже известно, что мантия Екатерины II, которая была сшита для коронации, она была сшита именно из сибирского меха. Возможно, там и был якутский мех, можно так предположить. Но мантия она была очень большой, так, около 10,5 метров, который она носила только один раз при коронации. Таким образом, мех являлся одним из двигателей товарно-денежных отношений в Якутии. Так, какие самые интересные товары поступали из вне пределов Сибири в Якутии? Самым интересным товаром того периода, который население восприняло не сразу, так, это овощи и фрукты. Допустим, известно, что в Якутии в конце XIX века на продажу поступили первые яблоки. Но, конечно же, этот фрукт мог купить только состоятельный человек. Одним из дорогих товаров, конечно же, был чай. Чай поступал через морской порт Охотск. В основном это были китайские чаи. Продажами чая занимались российские торговые фирмы, которые обосновались в городе Ханькоу. Так, это территория Китая. Оттуда поступал чай. Что вывозили с Якутии? Так, естественно, с Якутии вывозили крупный рогатый скот, так, продукты сельского хозяйства, масло, рыбу, дрова и сено. Мясо в большом количестве вывозили за пределы Якутии, в частности для нужд золотых приисков. В середине XIX века на территории Якутии были обнаружены первые золотые россыпи. Так, в связи с этим появились первые прииски, которые занимались добычей золота. И население этих приисков с каждым годом увеличивалось. И для того, чтобы снабдить продуктами питания, так, с Якутского округа и с Вилюйского округа была оснащена доставка. Эту доставку производили и купцы, и местные первые предприимчивые люди. Так, это главы родов якутских, их родственники, которые бесперебойно снабжали ленские прииски мясом, маслом, молоком, сеном и дровами. Со второй половины XIX века с оживлением товарно-меновых отношений так, количество людей, которые стали принимать участие в торговых операциях, их число постепенно увеличивалось. Но так как территория очень огромна, так, и природные условия не позволяли так широко развивать торговое дело, поэтому в купцы в основном записывались действительно те люди, которые хотели заниматься этим. Оборот был большим, но показатели среднего оборота тоже существовали. Самый крупный оборот делали, конечно же, филиалы торговых фирм в Якутии. Так, их оборот насчитывается около 1 миллиона. Так, это годовой оборот. Так, а индивидуальных купцов Якутии оборот насчитывается от 50 тысяч и выше. Так, например, крупные якутские купцы, как Никифоров, Эверстов, их оборот достигал свыше 600 тысяч рублей в год. Что представляла собой купеческая семья того периода? Это муж и жена. Так, исходя из источников, видно, что жены были чуть моложе, чем мужчины, так, и имели много детей. Много детей – это значит от 5 и выше. Но по условиям того времени, конечно же, дети при рождении умирали, потому что здравоохранения такового понятия не было. Так, но вместе с тем купцы того периода – это многодетная семья. Большинство были необразованными. Практически необразованными были женщины. Так, а почему? Потому что в XIX веке в образовании был гендерный признак образования. Образование в основном получали мужчины. А для того, чтобы быть купцом,
нужно было не только знание русского языка, но и знание экономических терминов, так, знание, что такое сальдо, так, знание бухгалтерии. И в связи с этим купцы Якутии в качестве приказчиков брали русское население. Так, или студентов реальных училищ того периода, которые помогали при расчете и при составлении баланса, при составлении дела. Из источников известно, что в конце XIX века купечество Якутии знало, это в частности инородцы, знали, что такое сальдо, знали бухгалтерию и вели торговые книги, куда записывали, сколько товаров прибыло, так, куда перенаправляли данный товар, так, и какова цена и общая стоимость оборота их товаров. Дореволюционный период в истории якутского купечества – это сложный период. Почему? Потому что как такового понятия свободного обращения денег не было. Так, в связи с тем, что в городе Якутске банков, которые специализированно занимались кредитованием купечества, были, но их было очень мало. Так, один из крупнейших банков – это Русско-Азиатский банк, который занимался кредитованием купечества. Но в связи с тем, что не было экономического образования, этот вопрос был очень острым. В основном в северных территориях Якутии деньги в торговые операции не вступали. В основном это были товар, бартерный обмен, то есть торгово-меновые отношения. Что вступало в качестве бартерных товаров? Так, в основном это чай, табак, так, и металлические изделия. Поэтому для дальнейшего развития купечества Якутии отсутствие денежного кредитования имело большое значение. Так, для того, чтобы иметь в свободном обращении деньги для скупки товара, так, и для дальнейшего развития.